день, дорогие друзья! Период с Рождества Христова до Крещения Господня называются святками. Они считаются на Руси самым подходящим временем для гадания. Люди верили, что в пору, близкую к зимнему солнцестоянию, размывалась граница между миром людей и миром духов, и по земле бродила нечисть, у которой можно было осторожно выведать будущее. Считалось, что лучше всего гадать в местах обитания чертей, леших, водяных, на перекрестках дорог, в лесу, реке, или использовать даже можно было колодец. В доме такими местами были печь, баня или хлев, где обитали домашние духи. Самым правдивым временем считалась ночь накануне Рождества, Нового года с 13 на 14 января по новому стилю и крещение. Святочные гадания делились на 3 типа: по урожаю, по судьбе членов семьи, о замужестве или женитьбе. Сегодня же мы с вами будем знакомиться с традицией рождественского гадания именно на судьбу, то есть или замужество, или женитьба, и покажем некоторые фрагменты для вас. И с первым гаданием мы вас познакомим, называется «Выбери полено», где гадающий подходит спиной к поленнице и выбирает себе полено. Năvia smatășceană mâșcă, pes cipaslani, da șin cuneman câscană cipasăși pes. Cučam pes plaka câscas, sečame verăsă slovo. Kodlan pes câșâliut, văsnit cârșa, verăsă slovo micea bur. Sara cârșa pes, miștam veră slovo. Câs, no bur cârșa pes, Deskıda oluşum yağış lo verasız. Acık kırştan pes gol veras. Kımın ov sımında işem yağız mortloa. Kodi kıskaş çukla uras pes sılan verasız lo miştam vişlas. Гадание по полену. Девушка подходит спиной к поленнице и закрытыми глазами вытаскивает полено из поленницы. Какое полено вытащит, такой и муж будет. У кого полено гладкое, с тонкой корой, муж будет красивый, хороший. С трещинами или грубой корой некрасивый муж. Толстое полено, но с хорошей корой муж будет из нуждающейся семьи. А если полено совсем без коры, муж будет из бедной семьи. Полено с сучьями, муж будет из большой семьи. Сколько сучьев, столько и членов семьи. Кто вытащит кривое, грязное полено, у него муж будет некрасивый и больной. Виштала, куджи гадайчен расческа выла. Водиган, ныв или зон, юрла сулас, пуктана расческа. И шуаны. Коды меньшим юрщес, тай расческа наш шулядас, сейло или вераспу, или гатырпу. Самым простым гаданием было гадание расческой. Любая девушка или незамужняя женщина ложила под свою подушку перед сном расческу. И кто во сне приснился, какой мужчина, какой молодой человек, который расчесывает ее волосы, по поверьям, тот и становился мужем или женихом.
помощью валенок. Валенок выкидывали на снег и смотрели, куда же смотрит носок валенка, в какую сторону. Если валенок смотрел в свой же дом, в сторону своего дома, то значит ты замуж не выходишь в этом году. А если валенок смотрел в сторону дома, где живет молодой человек, значит тот человек и будет твоим суженым. Теперь мы вам покажем. Öyleyse viştalam kıcışıktın. Гадачаны том яз. Ойнас, кыджыткать, шоныткать, петаны, мунаны кучамка керка, дора, сутасны ышын ула, да зевьюна кызыщаны. Мыйна шорнитаны тая керкас. Если ка керкас ругайчаны, то ты шуран лёгшен я. Если ка керкас лудяны деньга, то ты шуран озырщен я. А если ка керкас... А если ка керкас бырдыны, то олымы тающем яс, лозы шуттам. Молодежь на улице встает под окно чужого дома и прислушивается. По разговору в комнате они узнают, какая жизнь будет у них после замужества или женитьбы. Если кричат, попадешь в семью, где постоянно ругаются. Если деньги считают, в богатую семью. Если плачут, жизнь будет несчастливой. В современных условиях есть масса способов отвлечься от будничных дел. И в севатках девочки собирались и определяли, где у них проблемы, то есть как эти проблемы решить. Для этого существуют различные магические круги, которые пришли с древних времен. Например, современный магический круг, где человек внимательно смотрит по кругу, видит, что различные знаки, закрывает глаза, берет иголку с ниткой или кольцом, так, водит по кругу и опускает. Итак, вижу, опустился у меня иголка, рука. Два человека, значит, дружба. И читает, что, какие проблемы необходимо решить на этот момент. Это один из вариантов. Второй вариант, точно так же связан с магическим кругом. Это круг, где не рисунки, а цифры. Так, беру, так, вожу по кругу пальцем и тыкаю. Итак, цифра 20. 20. Другой. Есть книги различные. Например, книга Натальи Степановны. Написано «Открой на любой странице». Здесь нет никаких проблем. Закрываю глаза, открываю страницу и читаю. Ну и самое главное, есть еще способ. Беру монетки, кидаю монетки, смотрю на специальную и вижу, как же планеты сложились. Гадается, это древние бабуа получится. Так, орел, решка, решка. Так. Страница один ряд, второй раз беру. Орел, решка, решка. Соединяется цифра 15. Нахожу 15 и читаю.
Чтобы побольше узнать о традиции праздников Крещения, святок и также Рождества, надо прийти в библиотеку и взять интересные книги, которые рассказывают об этих праздниках. Есть книга «От святок до сочельника», где полностью рассказывается о традиции этих праздников. Есть удивительная книга «Традиционная культура народа Коми», где рассказывается не только об обрядах, но и о другом интересном для ознакомления с традициями Коми народа. И одним из них календарная обрядность Коми. До свидания, дорогие друзья.